По приезду министра туризма Теймураза Хишпа в Галский район состоялась официальная встреча с главой администрации Константином Пиля, где были обсуждены перспективы Галского района в сфере туризма. Во встрече участвовали заместитель министра туризма Астамур Барциц и заместитель главы администрации Галского района Джамбул Кортава. Константин Пиля проинформировал о работах, которые ведутся в городе, а также рассказал о достопримечательностях района. В советские времена с туризмом в Гальском районе было бы не очень, но сейчас то, что вы делаете, то, что мы тут в районе делаем, это даст новый импульс. Надеюсь, у нас все получится. Галский район очень интересен, есть разные красивые места, есть места интересные для посещения туристов, как само Генгурге-станция, есть на берегу у нас море, 19-километровая у нас прибрежная зона, там эвкалиптовые рощи, пепельный эвкалипт, там можно делать и кемпинги. Теймураз Хишба отметил, что приезд в Галский район планировался давно и подчеркнул, что Министерство туризма готово и будет поддерживать развитие района в сфере туризма. Хочу сразу отметить, что как только мы заехали на территорию Гальского района, подъехали к центру, где расположена администрация, были приятно удивлены тем порядком, чистотой, которая царит на улице. Я благодарю руководство района за это. Мы сюда приехали не просто так, не для галочки. Я считаю, что у Гальского района большие есть перспективы в сфере туризма. Можно возобновить и спортивный туризм. Это, я думаю, для первого шага это возможно. Далее, конечно, хочется отметить, что здесь особая природа на том же Гальском водохранилище. Чистейшая вода, очень богатая рыбой. Я думаю, это будет интересно для любителей экстремального вида отдыха, для любителей рыбалки. После официальной встречи глава администрации Галского района Константин Пиля провел экскурсию для представителей Минтуризма, и первый объект, который они посетили, Галское водохранилище, известное как Галское море. Строительство данного уникального объекта началось в 1961 году, а завершилось в 1987. Огромная территория заполнена водой. Во время Советского Союза здесь тренировались лучшие спортсмены по байдарочному спорту, чемпионы мира, олимпийские чемпионы, чемпионы Европы. Также особо хочется отметить, что здесь проходили чемпионаты Советского Союза. Уникально это место тем, что, вы знаете, зимой все наши озера замерзают, но Гальское водохранилище на 2 градуса выше температура из-за течения. И потому здесь спортсмены имели возможность тренироваться круглый год. Также особо хочется отметить, что данное водохранилище очень богато рыбой, и любители активного вида отдыха, активного вида туризма могут здесь заниматься рыбалкой, спортивной рыбалкой. Мы должны все сделать возможное, чтобы наши гости, наши республики побывали здесь. Затем министр туризма Теймураз Хишпа посетил первую перепадную ГЭС, где на данный момент проводится полная реконструкция. По словам Константина Пиля, работы ведутся более месяца, и в ближайшее время перепадная будет запущена. Тут 3 турбины по 70 мегаватт каждая. Вот сейчас идет полная реконструкция, которая не делалась с 70-х годов. Большой период времени турбины отработали, и нужна была такая глубокая реконструкция. Вот сейчас Ингургэс ведет эти работы. Вся энергетика, которая вырабатывается Ингургэс, это тоже звенья одной цепи. Вся делится у нас 60 на 40. 40% электроэнергии выбирает Абхазия, 60% выбирает Грузия. И это перепадная в том числе. Специалистов хватает, насколько мне известно. Воды уже тоже достаточно. Сейчас пошли паводки, водохранилище наполняется, Джварское водохранилище наполняется. Сейчас проблем с водой уже нету. Но это были плановые работы, но они плавно перешли в глубокую реконструкцию. В ближайшее время они завершат. В селе Галхуч Тхуарчалского района есть база Советского Союза по водной гребле, где раньше проводили спортивные сборы и соревнования. После войны все было заброшено, но местный житель Давид Тапагва и его единомышленники превратили это место в небольшой туристический объект. Развить юго-восточную часть региона Самурзакан Галского и Тхуарчалского районов – главная цель предпринимателя. На Гальском водохранилище у нас есть 3 острова. Они также оборудованы, как и
Тут, как вы видите, у нас есть катера, на которых мы будем возить туристов по этим островам. Есть вдоль берега Гальского водохранилища находится Речкинская церковь. И с катеров можно увидеть красоту этого храма. И также живописные нетронутые места Гальского водохранилища. Также была проведена экскурсия по Ингургесу. Министр осмотрел зал управления, машинный и турбинный залы. Технический директор станции Гия Хубуа заверил министра в том, что в летний период проблем с электроэнергией не будет. После инспекции министр туризма Теймураз Хишба подвел итоги. В целом я очень доволен сегодняшней поездкой. Я хочу выразить благодарность руководству Гальского района в лице Константина Эдуардовича Пилия. Этот район имеет огромную важность для Республики Абхазия. Здесь живут очень теплые, гостеприимные люди. И мы сделаем все возможное, чтобы наши гости смогли насладиться Абхазией в полном ее масштабе. Теймураз Хишба отметил, что для начала в районе можно построить объекты глэмпинга. Я думаю, прежде всего нужно заинтересовать наши экскурсионные фирмы, чтобы они начали маршруты сюда продавать. Есть места, где можно, я думаю, при поддержке руководства страны построить для начала хотя бы объекты глэмпинга, объекты для любителей активного отдыха. До недавнего времени очень остро стоял вопрос, я считаю, он основной, не только в Гальском районе, но и вообще по Абхазии, это вопрос безопасности. Как меня заверило руководство Гальского района, этот вопрос снят. И руководство района, руководство МВД, руководство СГБ делает все возможное, чтобы здесь протекала мирная, спокойная жизнь. Так оно и есть, мы в этом убедились воочию. В Галском районе отсутствует гостиничный фонд, но тем не менее здесь хотят и намерены развивать туристическую отрасль. Город Гал малоизвестен среди населения России и туристов из других стран, хотя в районе много архитектурных и исторических памятников, а также великолепные живописные пейзажи и нетронутые человеком места. Лаура Капш, Константин Парулова, Абхазское телевидение.